Здравствуйте, дорогие ребята! Суммативное оценивание за первую четверть. Прослушайте текст. И выполним задание к этому тексту. Ключевые слова данного текста. Воробей, внешние чары, делать добро, будут любить. Определите тему текста. Воробей, который делал в жизни, что мог. Какой вариант синонимов подходит к слову обездоленные, несчастные, бедные? На что был обижен главный герой? Подчеркните два варианта. Не умел петь, не был красивым. В чем проявляется внутренняя красота воробья? Запишите два примера. Выкармливал выпавших из гнезда птенцов, носил еду больным птицам, пел песни обездоленным. Задание на оговорение. Опишите свое любимое домашнее животное. Например, здесь пример текста. Моя любимая кошка. Задание на чтение. Прочитайте текст. Озаглавьте текст. Наука об общем доме. Выпишите ключевые слова и словосочетания из текста. Экология, живые организмы, общий дом, экологические законы, равновесие в природе, наука. Какова цель текста? Проинформировать о законах экологии. Допиши предложение. Надо сохранять равновесие в природе, чтобы не нарушать экологические законы. Для кого предназначен текст? Для школьников, изучающих природу. Используя ключевые слова и словосочетания, составьте простой план текста. Экология как наука, экологическое равновесие, наш долг соблюдать законы. Задание на письмо. Изложите подробно содержание прослушанного текста. Замените косвенную речь прямой, правильно расставляя знаки препинания. До свидания, ребята.